Призыв уже у нас длится довольно давно. Начало его было 1 апреля в соответствии с указом президента. И окончание призыва планируется 15 июля. Это сроки, вы знаете, связаны с тем, чтобы дать возможность гражданам закончить высшее образовательное учреждение и успеть пойти, у кого будет желание и положено кому, отслужить военную службу по призыву. Весной этого года городскому округу Власика поставлена задача в призыве 13 человек. В настоящее время мы уже 13 граждан отобрали, даже уже 16 у нас прошло через призывную комиссию, которые годные к военной службе по медицинским показаниям, у которых нет отсрочек от призыва в армию. И, возможно, и все 16 у нас будут призваны. В основном отправка граждан вооруженной силы у нас идет в июне и даже в начале июля, потому что они в основной своей массе пойдут в учебные воинские части. А там набор, как известно, немножечко позже. Востребованы наши граждане везде. В основном это сухопутные войска, это РВСН. По возможности направляем своих граждан для службы в ракетные войска. У нас есть некоторые договоренности с военным комиссариатом по Одинцову, Одинцовскому району о том, чтобы максимально в ракетные войска шли наши жители с Власики. В настоящее время хотел бы отметить о том, что сознательность, наверное, а может быть и общая картина в государстве отношений к военной службе значительно изменилась в лучшую сторону. Если вы помните, наверное, несколько лет назад мы проводили такие мероприятия, как розыск граждан с помощью или привлекали для этих целей и сотрудников внутренних дел, то в настоящее время сотрудники внутренних дел абсолютно нам не нужны, потому что граждане сами изъявляют служить военную службу, и даже уже есть некий небольшой конкурс. Отправьте меня для службы вооруженной силы. Это связано, наверное, и с последними политическими событиями в нашей стране. Это и Сирия, и Крым, безусловно. Также, я считаю, и немалую лепту этому внес указ президента Российской Федерации о том, кто не проходил военную службу, тому дорога заказана в органы власти, в силовые ведомства, структуры. Возможно, все эти комплексы и причины изымели свое. Я хотел бы сказать такую цифру, что за 5 лет, эти последние, у нас 139 человек с Власики поступили в высшее учебное заведение Министерства обороны. Это, я думаю, что значительная цифра. Поступили это по факту, а, конечно, подавали документы гораздо больше. Сейчас в этом весной у нас к 1 февраля военкоматы заканчивают оформление личных дел для поступления. У нас сейчас более 70 человек оформили личные дела для поступления. Как будет развиваться событие, поступят они, не поступят, это уже будет, конечно, видно к осени. Но, тем не менее, желание у наших граждан есть и стойкое. Генеральный штаб-то уже выделил количество мест и количество положенных кандидатов, которые нужно набрать в военное училище. Все будет зависеть от количества желающих. Военный комиссар Московской области подводил итоги призыва осенью по Московской области. И такая, в общем-то, картина, она характеризует всю Московскую область. Может быть, даже и в целом по стране идет такая положительная тенденция. Поэтому мы здесь в общей канве, скажем. В этом году 12 девочек тоже изъявили желание поступать в военные вузы. Поступят или нет, время покажет. Но мы стараемся отслеживать их в плане проведения патриотического воспитания, в плане пропаганды военной службы. Недавно проходили сборы с учащимися старших классов пятидневные. Мы тоже приводили примеры служения наших граждан, кто, где, как служит, и показывали все положительные стороны военной службы, отрицательные ее, отрицательных меньше, хотя бы в наше тяжелое экономическое положение в стране положительных получается больше.
Сейчас вообще хорошо служится. И послеобеденный час, и индивидуальная карточка с лицевым счетом, и возможности позвонить домой. В основном это выходные дни выдаются телефоны солдатам, а в некоторых частях, я знаю, и постоянно звонят дети родителям или наоборот. Вот. И год службы, это, я считаю, много можно об этом рассуждать, но, конечно, недостаточно для получения хорошего специалиста, бойца. Но, тем не менее, граждане наши получают начальные знания в области обороны. Вот еще, пользуясь случаем, мне бы хотелось обратиться к жителям нашего округа. В каком плане? Вот многие у нас граждане немножко неправильно понимают вопрос о предоставлении отсрочек от службы в вооруженные силы. Значительная часть, вот, например, вот сейчас весной конкретно у нас 154 человека должно подлежать призыву, из них уже 74 получили отсрочки по учебе. И граждане понимают так, что если он обучается в высшем учебном заведении и предоставил военный комиссариат справку из института о том, что он является студентом, значит, вопрос уже решен. Ну, немножко понимание неправильное. Почему? Потому что отсрочку от призыва представляет призывная комиссия. А призывная комиссия представляет отсрочку гражданам, годным к военной службе, но имеющим законные основания об отсрочке. Поэтому прежде всего нужно, конечно, проходить медицинскую комиссию, а потом уже, предоставляя документы, получать отсрочку. Вот некоторые вот этот нюанс не понимают и вот справку через вторые, третьи руки передают и считают, что все, он свои обязанности выполнил, но это немножечко неправильно. Вот. Хочу также отметить, что у нас наметилась хорошая тенденция в снижении количества граждан, получающих освобождение от призыва в связи с болезнью. Вот. Это, наверное, и ужесточение вот этого 200-го приказа, который определяет перечень болезней, по которым нельзя проходить военную службу. Ну и, наверное, и нормы ГТО и прочие отношения к спорту и к здоровью граждан не сказываются. Есть все-таки у нас еще на сегодняшний день граждане злостно уклоняющиеся к военной службе. Вот. И я их сейчас, наверное, озвучивать не буду, но в ближайшем выпуске «Вести власики» фамилии будут названы. Конкретные, кто где проживает и так далее. В основном обидно, это таких немного. К счастью, должен отметить, но это в основе своей дети военнослужащих. Дети офицеров как вооруженных сил, так и внутренних войск. Вот, известные всем фамилии. Я думаю, что родителям не доставит это удовольствие прочитать фамилии своих сыновей в этом списке. А в основном я скажу, что это люди, которые, может быть, и имеют какие-то возможности не служить по каким-то причинам, но просто не является военный комиссариат ни с документами, ни без документов, а просто игнорируют мероприятия, связанные с призывом. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание, родители, на фамилии знакомых своих, родных и так далее. И по возможности как-то надо нам всем вместе эти вопросы решать.